Тем временем в Воркуте развернуто свыше 360 коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба по итогам поездки в Воркуту поставил задачу обеспечить город достаточным количеством госпитальных мест. Напомню, что на фоне положительных изменений в борьбе с коронавирусом на всей территории республики в Воркуте зафиксирован всплеск заболеваемости COVID-19. Для того, чтобы полностью купировать процесс дальнейшего распространения инфекции, принято решение увеличить коечный фонд с большим запасом и дать возможность людям из группы риска находиться в обсерваторах под пристальным наблюдением врачей. 100 дополнительных коек развертываются в спорткомплексе «Арктика». Они будут предназначены для больных с легким течением заболевания и выздоравливающих. Пока эти койки будут в резерве на случай роста количества госпитализируемых. Вот совершенно понятно уже сейчас, что мы имеем дело со второй волной. Первую волну руководство шахты «Воркутауголь» проспало, проворонило и, по сути, не услышало наших призывов к тому, что нужно было сразу в самом начале, кроме обсерваторов, еще и отслеживать самые банальные вещи, ну, например, измерять температуру на входе на рабочие места, проводить осмотры. И при первых же признаках ОРВИ, когда, в общем, понятно, что никакого ПЦР еще никто не делает, но уже работников с признаками ОРВИ выводить сразу на больничный лист. Также по распоряжению Владимира Уйба в Воркуту из Сыктывкара направят медицинский десант до 50 специалистов, имеющих опыт успешного лечения больных коронавирусом. 24 специалиста уже прибыли, остальные присоединятся к коллегам в ближайшее время. Также в Воркуту направлен дополнительный комплект медоборудования, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов, в том числе новый противовирусный препарат «Фавипиравир», который Республика Коми получила в числе первых среди других субъектов Федерации. Ситуация находится под контролем, заявил исполняющий обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба. И уже сегодня в эфире нашего канала в 20:00 руководитель региона расскажет об этом подробнее, отвечая на вопросы жителей республики.